Yevgeny Solomenko. Born in 1950, journalist Yevgeny Solomenko became one of Durdy Bayramov's closest friends and biographers. In 1972, Solomenko graduated with a journalism degree from the prestigious St. Petersburg State University. He eventually became a special correspondent for Komsomol Pravda, traveling all over former Soviet Union. He first met Durdy Bayramov in 1981 in Turkmenistan during one of his many work trips. Вот эта картина называется «В саду». Я считаю, что это совершенно особенная картина для Дурды. Это картина, в которой он воплотил свою мечту. Мечту о счастливом детстве, о счастливом материнстве. Вот молодая мать держит на руках сына, а вокруг сад, вокруг цветы, вокруг плоды. То есть это то, что в его понимании было раем, идеалом. Это то, что он пронес через всю жизнь. Потому что он, человек безумно ранимый, всю жизнь очень переживал свое сиротство, и это чувство сиротства не иссякло. Он на всю жизнь остался сиротой. Он обладал еще одним достаточно редким и очень высоким искусством – искусством дарить. Он всю жизнь всем все дарил. Однажды к нему в мастерскую, а мастерская у него всегда была открыта, распахнута, входите, приходите. И вот однажды к нему в мастерскую пришли дети. Дети из интерната для слабовидящих. И вот эти полуслепые детишки входили, буквально носами утыкаясь в его картины, чтобы лучше рассмотреть все. А он смотрел на них и по сердцу скребло когтями, потому что он всю жизнь любил людей, а дети – это для него всегда было вообще святое. Пришли, в общем-то, дети интерната слабовидящих детей из города Ашхабада. И, в общем, конечно, я с ними ходил по выставке, в общем, объяснял. И почему-то сразу вспомнил где-то вот свои детские годы, вот детский дом вспомнил. Очень много вопросов задавали. Видно, что дети не очень хорошо видят. Они больше смотрели на работы, которые размером чуть побольше. И один парнишка, когда они уже собрались уходить, сказал, что дядя Дурды, а вы не можете написать для нас картину, только большую, чтобы мы хорошо ее увидели? И он сказал, хорошо, конечно, я напишу для вас картину. И он написал огромный портрет знаменитого туркменского поэта и мыслителя Махтум Кули и подарил этим детишкам. К тому времени он был уже маститым художником, наш Дурды, и вполне мог эту картину продать в музей, продать за неплохие по тем временам деньги, но деньги для него никогда ничего не значили. Потом он был в Дрездене и пришел в Дрезденскую галерею и обходил все эти полотна всемирно известные, замирал перед ними. А потом уже была его выставка картин там в Дрездене, и уже на его выставке к нему подошли две женщины и сказали, что, простите, вы не могли бы продать нам вот это свое полотно?
Это был портрет его дочки, назывался «Джамала в голубом». А он сказал: зачем продать, я вам дарю. Они смутились, говорят: ну нет, ну как же, ну, это неправильно, мы вас купим его. Он говорит: нет, 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 я не продаю свои картины, я вам дарю. Он подарил, и теперь эта картина вот продолжает свою жизнь в одном из мировых музеев живописи, Дрезденской картинной галереи. А когда Ашхабад праздновал свое столетие, то разразилась, ну, по тем временам просто сенсация. Дурды Байрамов к столетию своему города подарил 47 картин и 148 рисунков. То есть это был какой-то неслыханный, колоссальный дар. И все как-то разводили руками, и кто-то крутил пальцем у виска, что ты с ума сошел, ты что, дурдышка? Дарю. И точно так же он дарил картины своим друзьям, своим знакомым, своим полузнакомым. Он дарил картины мне, вот у меня на стене висит его дивный пейзаж с цветами. На даче у меня живет портрет, который он написал с меня. У него было какое-то призвание, колоссальный талант дарить. Он был по своей натуре бессеребренник. И когда подросли дочки и стали говорить, что папа, ну это же неправильно, дарить все, ну как это? И Дурды много раз говорил, что да, это неправильно. Картины – это твои дети, и как-то вот взять и подарить. Нет, больше не буду дарить. И проходило несколько дней или несколько недель, и он очередному знакомому или полузнакомому человеку вручал очередную свою картину. Вот такой он был человек. То есть бессеребренник с большой буквы. Бессеребренник уже до какого-то гипертрофированного размера. Я не говорю о том, что когда его буквально чуть не силой притащили преподавать в училище художественное, то самое училище, которое он сам в свое время окончил, и он долго отказывался, потому что на носу была очередная выставка, ему надо было подготовиться к этой выставке, это большая серьезная работа, и у него просто физически не оставалось времени. И когда его пригласил сперва один из преподавателей, потом директор училища, Дурды отказался. Сказал: ребята, извините, я бы рад, но просто не могу, физически не успеваю. А потом к нему пришли ребята и сказали, что Дурды Байрамович, класс остался без педагога, никак. И им он отказать не смог. И я помню, это было как раз тот период, когда я жил и работал в Туркмении, и я помню, как эти ребята окончили училище, и они устроили праздник для своего учителя и пригласили его в Фирюзе на берегу реки Фирюзинки, накрыли для него дастархан, чтобы его отблагодарить и отпраздновать вот получение своих дипломов. И он потащил меня с собой. Ну, я отнекивался, нет, пойдем. И, в общем, я смотрел, какими глазами они на него смотрели. И я, как на духу говорю, это были глаза любви. Но он понимал, что ребята диплом-то получили, но им еще учиться, и раскрывать себя. И что за этот год, который он успел их проучить, это был выпускной курс, он им далеко не все успел передать, и главное вот обучить этой сверхзадаче, все. И он стал их приглашать к себе в мастерскую. Он продолжал их учить у себя в мастерской. Они расставляли рядом мольберты, рядом писали, и он ходил, он смотрел, он поправлял.
он им рассказывал какие-то вещи. Он на свои деньги возил их по всей республике, а часто за пределы республики, таскал их по тамошним музеям. Они писали картины на пленэре. То есть образовалось то, что потом стали называть студия молодых живописцев. Он продолжал их учить, но их становилось все больше, и его мастерской уже не хватало, она трещала по швам. И тогда он на свои деньги арендовал подвал в одном доме, отремонтировал этот подвал, приспособил под большую мастерскую. На свои деньги накупил подрамников, красок, кистей, в общем, всего, что требуется для этого труда. И продолжал их обучать в этой студии. И он говорил, что дипломы у вас есть, но вы еще не художники. Поэтому я не хочу, чтобы вы писали в углах своей картины или в углах своего рисунка «художник такой-то». Вы еще не художники. Будьте честными с собой и пишите «рисовал такой-то». А художниками вам предстоит стать. Забегая вперед, я скажу, что на выставке, которая была открыта к 75-летию Дурды, открывая ее, выступая на ней, он сказал: вы знаете, сегодня я почувствовал впервые, что я вправе сказать «я художник». То есть вот какое высокое требование он предъявлял к этому званию художник и к себе в этом мире художников. И этому же он учил этих ребят. А потом как-то в этой студии прорвало водопроводную трубу, и студию стало заливать. И это было среди ночи. Его разбудил телефонный звонок, и срывающийся голос одного из его учеников крикнул: «Дурды Байрамович, беда! Прорвало трубу, заливает мастерскую». Он тотчас прыгнул в свой маленький «Жигуленок», доехал до этой мастерской, и там, значит, по колено в воде он носился и выносил, прижимая к груди, эти вот картины и рисунки работы своих ребят, своих, можно сказать, детей. И я не знаю, вспоминал он тогда или нет другой день в его жизни, который был на несколько десятилетий раньше, когда сам Дурды был воспитанником Кизларватского детского дома, и в Кизларвате разразилось страшное землетрясение. И тоже ночью. И вот эти вот воспитатели-фронтовики, прижимая к груди, выносили детишек из дома, скорее успеть вынести, пока стены, кровли не обрушились. Гладили их, шептали ласковые слова, чтобы не боялись, и бегом-бегом из дома. И вот прошли десятилетия, и так же, как детей, уже он, прижимая картины своих ребят, все это выносил, спасая их на улицу. То есть я вижу тут, что вот этот яркий какой-то пример вот этой эстафеты тепла, эстафеты любви, которую он передавал вот от своих этих вот учителей, от этих своих воспитателей, вот этим своим нынешним ученикам.